У нас больше общего, чем кажется на первый взгляд. Не только проблемы, но и интересы. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему Таджикистан и Кыргызстан не имеют права воевать. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Таджикистан и Кыргызстан являются наиболее бедными странами на пространстве СНГ, со схожими или близкими социально-экономическими показателями. В международной квалификации они относятся к развивающимся странам с низким доходом, которой полагается безвозмездная финансовая помощь и льготные кредиты. Таджикистан и Кыргызстан, в отличие от всех других своих соседей по Центральной Азии, не являются экспортерами углеводородов, что в определенной степени объясняет причину бедственного положения этих двух стран. Маленькие экономики Таджикистана и Кыргызстана с ВВП в 7,3 и 7 миллиардов, соответственно, имеют одинаковую структуру, где преобладает сельское хозяйство, добывающая промышленность, сектор услуг. Существенной проблемой для обоих государств является ежегодный бюджетный дефицит, который покрывается внешними заимствованиями и грантами доноров. Примерно каждый четвертый житель Таджикистана и пятый житель Кыргызстана бедствует. Средняя заработная плата на начало 2021 года в Таджикистане составляла $140, в Кыргызстане – 220. Большинство жителей этих республик обеспечиваются средствами на существование мигрантами, которые трудятся за рубежом, в основном на территории России. По данным Центробанка Российской Федерации, объем денежных переводов мигрантам в 2020 году в Таджикистан составил 1 миллиард 741 миллион, а в Кыргызстан – 1 миллиард 716 миллионов, что равняется 23% прошлогоднего ВВП Таджикистана и 24% ВВП Кыргызстана. При этом обе страны находятся под тяжелой долговой нагрузкой. Внешний долг Таджикистана на начало 2021 года достиг 3,2 миллиарда, а Кыргызстана – 4,2 миллиарда. Главным кредитором обеих стран является Китай, которому Таджикистан задолжал 1,2 миллиарда и Кыргызстан 1,8 миллиардов. Скажите, пожалуйста, в такой сложной экономической ситуации разве нужны нам те конфликты? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Еще более усугубило бедственное положение жителей двух стран пандемия коронавируса. На ежегодные заработки весной прошлого года не успели выехать до закрытия многие потенциальные мигранты, в результате чего денежные переводы из России в Таджикистан сократились на 32,5%, а в Кыргызстан на 12,5%. Цены на продукцию первой необходимости выросли в двухзначных цифрах на фоне рекордного за последние годы обесценивания национальных валют. Импорт необходимых товаров и бюджетное финансирование с учетом увеличивающихся расходов на здравоохранение удалось обеспечить продажей золотых запасов и внешней помощью. Рост ВВП Таджикистана под негативным влиянием пандемии замедлился до 4,5% с 7,5% годом ранее. Экономика Кыргызстана вовсе продемонстрировала высокое падение на пространстве СНГ – почти в 8%. Торгово-экономические связи между Таджикистаном и Кыргызстаном находятся на невероятно низком уровне для соседей, которых разделяет общая граница протяженностью почти 1000 километров. Низкий уровень таджико-кыргызских торговых связей не говорит о существовании между странами конфронтации или каких-либо ограничений. Это итог небольших экспортных возможностей и схожесть экспортной продукции, сырье этих стран. Душанбе и Бишкек поддерживали друг друга по многим международным и региональным вопросам. Например, придерживались единой позиции по водно-энергетической проблематике Центральной Азии. Посол Кыргызстана в Таджикистане Джаныш Рустенбеков осенью прошлого года отметил существование огромного потенциала для развития водно-энергетического, торгово-экономического, транспортно-коммуникационного, в том числе транзитного сотрудничества. Вместе с тем, кыргызский дипломат опасался, что развитие двустороннего сотрудничества и самые выгодные экономические проекты в любой момент могут быть приостановлены из-за обострения конфликтов на границе. Официальные данные по объему ущерба в результате последнего вооруженного столкновения на таджико-кыргызской границе в денежном эквиваленте пока не обнародованы. Однако, если учесть, что уничтожение более сотни жилых домов и других объектов, расходы на эвакуацию людей, переброску сил в зону конфликта, расходы на боеприпасы, перемещение убитых и раненых, медицинскую помощь и прочее, можно предположить, что потеряла каждая сторона миллионы. Восстановление одного дома стоит несколько тысяч долларов. Одна использованная противопехотная граната стоит более $40, а опустошение одного магазина АК-47 означает свыше $20. По некоторым расчетам, каждый день недавней войны с Арменией обходился бюджету Азербайджана в 50-80 миллионов. Учитывая стратегические резервы углеводородного Азербайджана в размере 50 миллиардов и годовой бюджет 15 миллиардов, можно предположить, что эта страна не испытывала и не испытывает сильных экономических потрясений. Но этого нельзя сказать про слабую экономику Армении с бюджетом 4 миллиарда.
Тем более про экономики Таджикистана и Кыргызстана, бюджет которых на 2021 год составляет 2,5 и 2 миллиарда соответственно. В целом, любые военные затраты обернутся тяжелыми последствиями для бюджетов Таджикистана и Кыргызстана, расходы которых и без того покрываются поддержкой международных финансовых институтов, а на войну, насколько это известно, эти организации денег не дают. Зато дают на школы, больницы и предприятия. То есть мы должны перестать конфликтничать и начинать развиваться, ведь этот конфликт опустошает не только нас морально, но и наши земли. Вы согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!